Всем привет! У нас тут финальная кинолания этого лета, и поверьте, среди почти десятка премьер этой недели каждый найдет себе что-то по вкусу. И начнем мы с фильма «Я иду искать». Определить жанр этой картины катастрофически сложно. Это вроде бы и триллер, и хоррор, и боевик с примесью черной комедии. Все начинается с красивой свадьбы. Красавица Грейс выходит замуж за Алекса из богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но штамп в паспорте вовсе не значит, что она стала частью так называемого доминиона. Ей предстоит сыграть в смертельно опасную игру с родителями и многочисленными родственниками новоиспеченного мужа. Казалось бы, перед нами очередная картина о богатых и их безумных причудах. Вот только вся соль в том, что создатели «Я иду искать» даже не пытаются корчить серьезную мину. Это кино создано для того, чтобы вам было весело. Именно поэтому все смерти на экране преувеличенно жестокие или жутко комичные. В целом, «Я иду искать» не может похвастаться действительно звездным составом. Пожалуй, самый известный актер из каста – это Адам Броди. Он стал действительно знаменитым в начале 2000-х, когда сыграл в сериале «Одинокие сердца». Вот только потом особо звезд с неба не хватало. Главная звезда фильма – Самара Уивинг, сыгравшая главную героиню. Именно на ней, по сути, и держится весь фильм. Ее Грейс, конечно, не воин, но и не беззащитная дурочка. В общем, на протяжении 1,5 часов вы будете за нее переживать и хотеть, чтобы она все-таки выжила. Фильм «Я иду искать» не претендует на глубокую философию и не поднимает социальную проблему, как это делал, например, фильм «Прочь». Это исключительно развлекательное кино, которое классно посмотреть вечером с друзьями, посмеяться над безумными убийствами и карикатурными богатеями. В общем, если вы любите подобное кино, бегом за билетами, пропускать его точно нельзя. Помимо этого фильма в кино на этой неделе стартует еще 8 картин. И вот они. На российские экраны наконец вышла драма «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», ну или просто Гернси. Главная героиня – молодая английская писательница Джулиет, которая ищет сюжет для новой книги. Именно в этот момент она получает письмо с острова Гернси, который только приходит в себя после немецкой оккупации. Девушка узнает о книжном клубе, который в годы войны был прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни. Джулиет начинает переписываться с совершенно разными людьми, и это определенно изменит ее жизнь. А еще в кино можно посмотреть триллер «Игра Ганнибала». Все начинается, когда детектив арестовывает Саймона, обвиняемого в похищениях и убийствах девушек. В преступнике уживается несколько личностей, и одна из них – Ганнибал Лектор. Самое жуткое, что даже после ареста убийства продолжаются, а все улики указывают на находящегося в тюрьме Саймона. В кино стартовала и отечественная команда мечты. История развернется вокруг спортивного комментатора Степана Вершинина, который из-за вспыльчивого характера уволен с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит выбрать между победой или любовью. А самому Вершинину придется ответить, что для него важнее – его семья и любовь или карьера и прежняя слава. На больших экранах идет и комедия «Тачка на миллион». Игрок, плейбой и конструктор Джон мечтает создать самый крутой автомобиль на планете и назвать его «Делориан». Ага, прямо как в «Назад в будущее». Он не остановится ни перед чем ради достижения цели. В истории смешаются все – наркотики, ФБР, обман и дикие ситуации. Будет весело. Все поклонники многочисленных молодежных танцевальных драм смогут посмотреть российскую ленту «Битва». Фильм расскажет об уличном танцоре Антоне. Его карьера развивается идеально, его команда побеждает во всех баттлах. Но все рушится в один момент. Антон лишается слуха, а вместе с ним и всех надежд. Но постепенно он понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к мечте. А еще можно посмотреть комедию «Маленькие секреты большой компании». В фильме собран весь цвет французского кино от Марион Котийяр до Франсуа Клюзе. Веселая компания готовит сюрприз для своего друга Макса и без предупреждения заваливается к нему на виллу, чтобы поздравить с юбилеем. Вот только Макс веселиться совершенно не хочет. А еще стартует мультфильм «Спасатели». Приятели Тигра и Зубастика ждут невероятные
виртуальные приключения, выбраться обратно в реальный мир вместе со своей любимой хозяйкой и заслужить почетное звание спасателя они смогут только преодолевая препятствия вместе. И, наконец, еще один мультфильм. В кино покажут очередную серию «Щенячьего патруля». Отважные щенки вновь помогут всем в бухте приключений. На земле, в воде и в воздухе, неважно, суперпатруль спасет всех. Ну и еще почти десяток фильмов, которые идут в кино не первую неделю. О них мы вам прямо сейчас напомним. И в этой рубрике мы сегодня вспоминаем одну из самых крутых черных комедий последних лет. Аргентинские дикие истории. Фильм со слоганом «В каждом живет зверь, не буди его». Дикие истории – это киноальманах из 6 коротких историй. По сути, они никак не связаны друг с другом, объединяет их лишь одно. Все герои доведены до ручки, они срываются, а значит, кому-то точно будет плохо. Рассказывать о сюжете даже в общих чертах значило бы нещадно спойлерить, поэтому просто поверьте, вам стоит его посмотреть. Никаких долгих подготовок или лирических отступлений, режиссер сразу приступает к главному. Энергично и живо он рисует до боли знакомые образы и дает обычным ситуациям совершенно неожиданные развязки, жесткие и комичные одновременно. Что самое странное, при всей дикости вы наверняка будете сочувствовать людям, которые творят эту самую жесть в фильме. Все потому, что, скорее всего, вы тоже были на их месте, и вам хотелось бы поступить так же. Вот только вы сдерживались, а герои фильма дали полную волю своей агрессии, потому что накипело. Снять фильм, который будет и смешным, и жестоким, и проблемным, очень сложно, однако молодому аргентинцу Дамиану Сифрону это удалось идеально. В итоге картина «Дикие истории» вызвала настоящий восторг и у зрителей, и у критиков. Фильм даже был номинирован на «Оскар», но уступил польской «Иде». Не очень справедливо, на мой взгляд. По сути, «Дикие истории» — это совершенно безумный двухчасовой трэш. Красивая картинка и ненормальные сюжеты дают нам на выходе потрясающий фильм вне любого жанра. Если вас не коробит от черного юмора, этот фильм обязателен к просмотру. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.